В столице страны состоялась ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства подвел итоги года, рассказал о текущей сложной ситуации в стране и ответил на вопросы региональных и иностранных журналистов. На каких вопросах заострялось больше внимания и смогли ли якутские журналисты задать вопрос свой, расскажет Влад Давыдов. Пресс-конференция Владимира Путина в этом году стала по счету 10-й юбилейной, но, безусловно, едва ли не самой ожидаемой за все последние годы. Почему, понятно каждому. В вступительной речи президент рассказал о ситуации в стране и, главное, о способах и сроках выхода из возникшего в России кризиса. Я хочу это подчеркнуть. Как говорят специалисты, отскок в плюс, последующий рост и выход из сегодняшней ситуации неизбежен. Как минимум по двум причинам. Во-первых, рост мировой экономики будет сохраняться. Темпы снижаются, но рост точно будет сохраняться. Экономика будет расти. И наша экономика выйдет из сегодняшней ситуации. Сколько на это потребуется времени? При самом неблагоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что года 2. В числе первых коллеги ожидаемо коснулись украинской тематики, внешней политики России в целом. Также подробно расспрашивали о цене на нефть, падении курса национальной валюты. Само собой, мы обращали внимание прежде всего на вопросы, затрагивающие интересы Дальнего Востока и ее жителей. Что касается контракта с Китаем, это позволит нам, России, получая и концентрируя огромные ресурсы на начальном этапе этого проекта, не просто трубу экспортную протащить, а начать газификацию Дальнего Востока. Да, но я же не говорю про то, что это огромная стройка, рабочие места, поступление во все уровни налоговой системы, оживление этого региона и мира и наших дальневосточных регионов. Возможность задать вопрос главе государства выпал, понятно, не каждому. Присутствовали около 1000 российских и 200 с лишним иностранных журналистов. Его ответ на вопросы развития китайско-российских отношений мне очень понравился. Хочется верить, что какие-то вещи, которые вот он там произнес, что касается ипотеки, что касается кредитной ставки, это все будет воспринято чиновниками в качестве сигнала. То есть это не только там благие пожелания, но и там прямое руководство к действию, которое будет услышано. В общей сложности глава государства Владимир Путин ответил сегодня на около 20 вопросов за 3 с лишним часа. Помимо главных тем, сегодня речь шла о развитии здравоохранения, сельского хозяйства и системы безопасности страны. Я напомню, в 2008 году состоялась самая длительная пресс-конференция главы государства. Тогда Владимир Путин общался с коллегами 4 часа 40 минут. В этом году потребовалось куда меньше времени, чем обычно. Очевидно, связано это с тем, что население страны волнует не 100 вопросов, как обычно, а один единственный – экономическая стабильность в России. Влад Давыдов, Евгений Петров, НВК «Саха», Москва.